Это актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В марте этого года прошел региональный этап всероссийского конкурса «Мастер года» среди преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций. Конкурс направлен на повышение престижа педагогических профессий, популяризацию передовых идей в области профессионального образования и подготовки кадров. О конкурсе «Мастер года 2025» мы сегодня поговорим с победителем регионального этапа конкурса Афанасием Винокуровым, преподавателем Якутского индустриального педагогического колледжа. Афанасий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала вот о чем, кто организует конкурс, как, собственно, проходил он сам, какие были этапы. Ну, конкурс организует у нас Министерство образования вместе с Министерством просвещения и Институтом развития профессионального образования. Конкурс проходил на высшем уровне, все было очень подготовлено. Уроки проходили мастер-классы на нашей базе, в Якутском индустриальном педагогическом колледже. И было 3 этапа. Это первый видеоролик, второй мастер-класс и третий было в транспортном техникуме в Нижнем Местяхе «Влюбить в профессию». Вот хочется узнать, что за мастер-класс. Но если с видеовизиткой все понятно, то... Ага, вот мастер-класс — это то, что ты все умеешь, показываешь в одном уроке в 45 минут. Показываешь, насколько ты владеешь своей профессией. Так, а вы что показывали? Я показывал именно по сварочному направлению. Ух ты. Там ребята делали конструкцию, собирали. И, успели все вовремя сделать и поняли, для чего она была нужна. Ну вот, насколько я понимаю, прошли все 3 этапа, победили. Какие эмоции были? Ну, эмоции были, как бы сказать, когда узнал, были волнительные, но все же мы хотим победить, да, поэтому обрадовался, что победил. Вот сегодня много говорим о важности среднего профессионального образования, разных конкурсов для повышения квалификации наших студентов СПО. На ваш взгляд, для чего такие конкурсы необходимы? Ну, такие конкурсы, чтобы поднять престиж среднего профессионального образования и повысить опыт преподавателей. То есть еще высшие ступени, чтобы поднимались. Афанасий Александрович, я, насколько знаю, вы еще являетесь экспертом-наставником в чемпионате профессионалы по компетенции как раз-таки сварочные технологии. Вообще, вот что за чемпионат профессионалы и для чего нужен вот этот эксперт-наставник? Ну, такие чемпионаты нужны, чтобы развить у студентов, как бы сказать, конкурентоспособность и повысить их мастерство. Например, у нас в этом году студент, который мы подготавливали, он занял 1 место. Ух ты. И в Осетии тоже ездили, там тоже занял 1 место. Они, как бы сказать, такие конкурсы нужны, чтобы студенты тоже растили в своей направленности. А вот как сам чемпионат по компетенции сварочной технологии у нас проходил? Какие были этапы? Может быть, помните, кто стал победителем? Как и что? Не Компетенция сварочной технологии, насколько я понимаю. Как в этом проходили году соревнования в этом? Да, я не ездил в этом году, потому другой преподаватель поехал. Там было 6 модулей, они 3 дня варили без остановки. И вот победили наш состав человек. Классно. А что варили? Разные модули конструкции. И трубы, листы, еще емкости под давлением, и алюминий, и нержавеющая сталь. То есть на выходе, я понимаю, уже выходит какая-то готовая конструкция? Нет, все по отдельности. Все по отдельно. Ага. Еще вы являетесь главным экспертом демонстрационного экзамена. Это такая новая фишка, которая относительно недавно появилась для студентов СПО в рамках таких вот конкурсов. Для чего нужен такой экзамен, как он проходит? Он проходит во всех базах, которые имеются, которые получили, как бы сказать, доступ, да, для прохождения экзаменов. Такие конкурсы, экзамены нужны, чтобы узнать, насколько освоили предмет или сказать весь цикл учебного процесса студента. Они показывают на реальном времени, что они умеют и как владеют своей профессией. Возвращаясь к конкурсу «Мастер года», в этом году ввели еще и новый этап. Что за этап, как он проходил? Новый этап, который был в России, сюда у нас добавили в региональный этап, это «Влюбить в профессию» называется. 30 минут, там студенты, школьники, родители, 12 человек примерно, и ты там расскажешь про свою профессию. Про педагога, например, я рассказал про сварщика.
они там сидят и узнают что новое от тебя. Мгм. То есть это получается такой обмен опытом с наставником. Да, и, как бы сказать, чуть-чуть правоориентационное мероприятие. А вообще о профориентации, если сегодня говорить, насколько она важна для студентов среднего профессионального образования? Она очень важна, и она должна быть, как бы сказать, показана правильно. То есть не надо вот по общему, а именно по направленности, если проводить профориентацию конкретно, вот, чем они будут заниматься в будущем, и как они будут этим заниматься, и как зарабатывать, это очень правильно. Очень нужна для школьников, для студентов. Мгм. Афанасий Александрович, ну, к слову о профориентации. Как вы пришли в профессию, как заинтересовались сварочным делом и с чего начинали? Ну, сварка у меня была с детства, так как у меня отец сварщик, и мама учитель у меня. Поэтому все как бы совместилось. И я пошел в Северо-Восточный федеральный университет, там поступил педагога профобучения, потом отучился на сварщика 1 год и стал преподавателем по сварочному направлению. Мгм. А помните, что первым сварили? Свою первую Первый я сваренную сварил свой конструкцию? мотоцикл. Мотоцикл? Да, у него фары отвалились, короче, и я сварил. Ага. Афанасий Александрович, а вот если говорить о профессии сварщика, насколько она сегодня востребована, есть ли какой-то потолок по зарплате? Ну, как говорится, не секрет, что все мы выбираем специальность, да. чтобы прокормить себя. Конечно. Сварка у нас сейчас очень востребована, очень нужны хорошие сварщики. И вот у нас, здесь в городе зарплата там от 100 и выше идет. Мгм. Но первое начало все равно Ну, понятное дело, с квалификацией стартуешь. растет. А так вот вахтовая система там уже выше, от 180 до 250, там, в зависимости от своего уровня. Мгм. А что нужно для того, чтобы стать хорошим сварщиком? Вот желание, Желание? да, и упорность. Хорошо. Ну и, конечно же, умелые руки, насколько я понимаю, Афанасий Александрович. Вообще, если говорить о популярности рабочих профессий в нашем регионе, какой вот процент студентов, выпускников среднеспециальных образовательных учреждений идет работать именно на рабочие специальности? Ну, у нас в прошлом году конкурс был одно место 5 студентов. 5 студентов. Ага, на 25. Так что она очень востребована сейчас. Сейчас студенты, сейчас очень развито после 9 класса, они уже выпуски после 11, так как срок сократили на 2 года, поэтому они после как бы со школы уже выпускаются с профессией. Что ж, совсем скоро уже состоится эстафета флага во Владивостоке, затем финал в Курске, насколько я понимаю. Что ожидаете от этих мероприятий? Ну, много знакомства и хороших отношений. А вот если говорить об эстафете флага, что это будет? Ну, я сам не в курсе был, потом сказали поехать в Владивосток, там эстафета флага, это во всех регионах она должна быть, и когда сюда тоже придет, примерно 21 июня, там снимем про Якутию, видео и так далее. Финал? Финал будет, пока сказали в Курске, но еще не уточнили. А пока не знаете, чем будете удивлять жюри на финале? Ну, уже готовимся, Уже готовитесь? да, урок делаем, занимаемся, подготавливаемся. Настрой на финал какой? Да, настроен. А сколько студентов поедет на финал? Не, они оттуда Они будут. оттуда. Ага. Ну что ж, Афанасий Александрович, я уверен, что самым лучшим способом подготовитесь к финалу. Желаю вам, конечно же, победы. Ждем вас уже с приятными новостями из Курска. Спасибо, Спасибо. что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Все. Это было актуальное интервью. До встречи.